Кыргызстане на утро 27 мая выявлено 52 новых случая COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу. По его словам, они были выявлены в Нарынской области 17 случаев, в Бишкеке 9 случаев, из числа прибывших из Оренбурга 8 случаев, в городе Ош 7 случаев, в Чуйской и в Джалалабадской областях по 3 случая, в Волжской области 2 случая, из числа прибывших из Санкт-Петербурга 2 случая и в Баткенской области 1 случай. Таким образом, на 27 мая в Кыргызстане подтверждено 1520 случаев коронавируса. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев взял краткосрочный трудовой отпуск. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба правительства. Накануне он провел рабочее совещание с участием вице-премьер-министров. Решение об отпуске принято в связи с обвинениями в адрес Абылгазиева относительно причастности к продлению и переоформлению радиочастотных ресурсов. Премьер поручил первому вице-премьер-министру Кубатбеку Буронову обеспечить координацию работы правительства и стабильное функционирование государственных органов на время отпуска. 44 гражданина оштрафованы на 129 тысяч сомов за нарушение карантина. Об этом 27 мая на брифинге в правительстве сказал заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов. Он сообщил, что к ответственности привлечены 98 граждан. Из них 44 оштрафованы, а по 54 лицам материалы будут рассматриваться в суде. Предусмотрено наказание в виде штраф от 30 тысяч до 60 тысяч сомов, а также лишение свободы до 3 лет, отметил Каниметов. Замминистра призвал соблюдать требования Минздрава. В Нарыне возбуждено уголовное дело в отношении женщин, которые ушли из роддома, не дождавшись результатов анализов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба УВД области. Согласно информации, 25 мая около 12:10 часов в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Нарынской областной объединенной больницы 22 женщины, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, сломали замок двери. 18 из них покинули обсервационный пункт, 4 остались. По данному факту отделом внутренних дел города Нарын открыто досудебное производство, предусмотренное по статье «Умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред». В Соколукском районе Чуйской области утонул 20-летний парень, сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана. По ее данным, вчера, 26 мая, в 17:00 в пруду, расположенном в селе Совхоз-Фрунзе, утонул парень 2000 года рождения. На место прибыли 9 спасателей отряда номер 23. В итоге они нашли тело утонувшего, которое передали милиционерам.